Good morning, everybody. Доброе утро всем. Thank you. Спасибо. Thank you so much for coming. Спасибо, что вы пришли. Thank you so much, Ludmila Servina, Спасибо большое, Люда for Сербина, having us за and то, что for нас all of your пригласила work. и за всю Thank you so твою much. работу. Я очень рада приветствовать Макса и Лену Шубова Very здесь, happy на этом to конгрессе, say на hello to you, that you came to this congress конгрессионном семинаре. and this post-congress seminar. Как всегда, организационный момент. As always, we have some organizational issues. Но я хочу сказать о том, что год назад, чуть больше, в профессиональной психотерапевтической лиге была принята модальность по процессуально ориентированной психологии и психотерапии. The process work modality was included. И помимо этого в 2009 году было создано профессиональное процессуальное сообщество. In 2009 we created a process work community. И это направление, которое в начале 60-х годов основал Арнольд Миндел. Founded in beginning of 60s. И я знаю, что Макс Шубах, он был правой рукой и другом Арнольда Миндела. И он буквально основатель этого направления, процессуально ориентированного подхода. И на самом деле для нас большая честь то, что он сейчас присутствует на этом конгрессе, на этом семинаре, потому что он один из основателей этого направления. И я рада, что процессуальная работа развивается в России. И рада вас всех видеть, и очень рада видеть Макса. Это для нас большая честь. И добро пожаловать в процессуальную работу. Давайте поприветствуем Макса Шубова. Лен Шубах. Спасибо за твое такое прекрасное представление, оно очень красивое. Мы с нетерпением ждем нашего дня сегодня вместе. What do you think if to begin with we could go around and maybe each of us could say our name and where we come from? Для начала мы можем по кругу представиться, и вы можете сказать свое имя и откуда вы приехали. Может быть, ты хочешь начать? My name is Max, and Меня зовут Макс. And I live in the United States. Я живу в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Меня зовут Ксения, я сегодня буду переводить, я живу в Москве. Меня зовут Сергей, я живу в Москве сейчас. Я из страны. Я живу в Москве. Анна. Ага. Светлана из Москвы. Москва. Вера Москва. Анастасия Кемерова. Where is Kemerova? А где Кемерова? Сибирь. Сибирь. Меня зовут Наталья, я приехала из Петербурга. Наталья, Санкт-Петербург. Виктория, Санкт-Петербург. Виктория, Санкт-Петербург. Николай Королев. Королев. Николай Королев из City. Where? А где Королев? Moscow region. Ага, Moscow region. Меня зовут Ирина, я из Москвы. Ирина from Moscow. Я Татьяна из Москвы. Татьяна from Moscow. Анастасия from Moscow. Татьяна из Москвы. Татьяна from Moscow. Юрий из Украины, Киев. Юрий from Ukraine, Kiev. Игорь, Москва. Игорь, Москва. Евгения, Женя, Москва. Я Павел из Казани. Павел from Казань. I'm also Женя. Евгения from Челябинск. Анастасия Челябинск тоже. Анастасия Челябинск. Helen also from the United States. А меня зовут Эллен, я тоже из Америки, из Соединенных Штатов. And I think Masha back there. И Маша from Moscow. Людмила from Moscow. Okay. Great. Здорово. Nice. Oh, there's people from many different places here. Есть люди из разных мест сегодня здесь. We have opportunity
for filming aspects of today. У нас есть возможность такого аспекта сделания фильма сегодня. Мы сегодня делаем фильм. We apologize that we could not ask for your permission beforehand. Простите нас, что мы вас не спросили до этого о вашем разрешении. Because we didn't know ourselves till last night. Потому что мы до вчерашнего вечера и сами про это не знали. Will you allow us? Вы нам разрешите? Yes. Thank you. Спасибо. Спасибо. Maybe we want to also welcome our friends from the filming team. Может быть, мы даже можем поприветствовать наших друзей из команды операторов. So let me see. So we were thinking that today we would like to introduce and some concepts from process work. Сегодня хотели вам представить некоторые концепции процессуальной работы. And some of the, how do you say that, the evolution of process work. И как это сказать правильно, эволюция процессуальной работы. And have a chance also to have a practical experience. И также, чтобы у нас была возможность практического опыта. So through some practical exercises that you can do together. Через какие-то практические упражнения, которые вы сможете поделать. So we were thinking we'll have some theoretical introduction. И у нас будет такое теоретическое некоторое представление. And then some practical work and demonstrations. И потом практическая работа и демонстрации. And also experiential work for each of us. И также вот работа с вашим личным опытом. How does that sound? Как такая вам идея? Great, great. Oh, great. Good to hear. Okay. Приятно услышать. So I would love to hand this over. You are gonna. Я хотела передать тебе. Start us out. Thank you. Чтобы ты начал. Well, I want to thank again Ludmila. Я хотела еще раз поблагодарить Люду Сербину за то, что она сказала до этого. I've been involved in process work since before it was called process work. Я занималась процессуальной работой еще до того, как это называлось процессуальной работой. And I've been, teaching in Moscow. Я обучаю процессуальной работе в Москве первый раз. Before most of you were born. Еще до того, как некоторые из вас родились. In 1978. Большинство в 1978 году. With Julia Gippenreiter, you remember? С Юлией Гиппенрейтер. Знаете Юлию Гиппенрейтер? Да, она была в Москве. That's great. And it's great to be back here. И очень приятно здесь опять быть. And also experiencing the process work community Russia. И также удивительно, какое процессуальное сообщество в России, то есть его воспринимать, с ним познакомиться. The practitioners like Ludmila, и вот такие профессионалы, как Людмила, Павел, Ksenia, who have all surpassed Russian. Russia is, as you know better than me, a very intelligent country. Вы знаете, что Россия это страна, интеллигенции. Лучше, чем я, вы это знаете. And the students have all surpassed their foreign teachers. Overtaken their foreign teachers. И студенты иногда даже превосходят своих иностранных учителей. So really, they should be giving this seminar. И вообще-то вот российские, конечно, учителя должны были давать этот семинар. But I take this as a part of Russian honoring of old age. Но поскольку в России принято благодарить старый возраст, ну то есть пожилой возраст уделяется большое внимание, мы его чтим, вот так правильно сказать. That they pulled me out of my semi-retirement and asked me to come here. Поэтому русские учителя вытянули меня из моего такого уже отпуска, пенсионного отпуска, да, спасибо. Thank you for that. Спасибо. Very cool. And I'd like to warmly recommend there's a number of training programs from the Process Work Community Moscow. И я хотела бы порекомендовать, есть большое число тренингов, которые дают российские учителя в процессуальном сообществе. I don't know, Людмила, if you bring some может быть, Людмила привезла какие-то брошюрки или флайеры для людей процессуального сообщества. So that you have a chance
И тогда, чтобы у вас был шанс... Спасибо, Мак, что ты сказал. Я не привезла, но на сайте ОППЛ есть программа, которая начнется осенью. Это УГУ для введения социальной интимной психологии. But on the PPL website, they'll start a program, a process work this autumn, this fall. Да, вы можете ознакомиться на сайте. Which we warmly recommend and endorse. Что, ну, и мы его очень рекомендуем. So I'll say a few things about process work. Я скажу несколько слов о процессуальной работе. And what is we're working on a project of a film. Мы сейчас работаем над проектом создания фильма вообще. And we were playing around with it yesterday afternoon. И вчера мы играли вот с этим. Что такое процессуальная работа? And yeah, what is process work? Что такое процессуальная работа? What is process work? Что такое I'm often процессуальная being работа? asked. Меня часто спрашивают. And it's a very unpleasant question. Это очень неприятный вопрос. And thank God there is no answer to it. И слава Богу, на этот вопрос нет ответа. You understand? Вы понимаете? The first time I came to Russia, I came to St. Petersburg. Первый раз, когда я приехал в Россию, я приехал в Санкт-Петербург. Because it's an amazing city. Потому что это потрясающий город. No, it's Вы an знаете, amazing это city. потрясающий город. And unbelievable. Он вообще удивительный. Diamond in the world. Просто бриллиант в мире. And I was just overtaken by the beauty of И меня Russia. просто захватила красота России. When I came to Moscow, Когда я приехала в Москву, people said it's your first time in Russia. Люди сказали, что ваш первый раз в России вы приехали? And I said, no, I was in St. Petersburg. Нет, я сказала, нет, я была в Санкт-Петербурге. And the people, St. Petersburg is not Russia. И люди говорили, Санкт-Петербург это не Россия. This is Russia. Это Россия. Okay. Хорошо. Then Потом we come to Novosibirsk. я приехал в Новосибирск. They say it's your first time in В Новосибирске Russia. сказали, это ваш первый раз вы приехали в Россию? We said, no, we're quite Мы often in сказали, нет, мы Moscow. уже достаточно часто приезжаем в Москву. They say Moscow is not Они Russia. говорят, Москва это не This is Россия. Russia. Это Россия. Siberia is Russia. Сибирь это Россия. Yeah. No? Yeah, Да? yeah. Then we speak to our friends in Krasnoyarsk. И потом мы поговорили с нашими друзьями в Красноярске. They say, have you been in Siberia? Они говорят, вы были когда-нибудь в Сибири? We say, yeah, we've been Да. to Они говорят, Novosibirsk. да, мы были в Новосибирске. Да, Новосибирск. Новосибирск это не Сибирь. This is Siberia. Это Сибирь. You understand? Вы понимаете? It's the same with process work. Это же самое с What is процессуальной process работой. work? Что такое процессуальная работа? Every process worker will say, this is not process work. Каждый процессуальный работник скажет, это не процессуальная работа, вот это процессуальная работа. So it And took that me a is while process work. to understand, И мне достаточно много времени потребовалось, чтобы понять, this is Russia. это Россия. understand? Вы понимаете? This role that says, this is not Russia. Та роль, This is Russia. которая говорит, это не Россия, вот это Россия, это и есть Россия. This is Russia. Это Россия. You understand? Вы понимаете? This is Russia. Это Россия. This is Russia. Это и есть Россия. And this is process work. Это процессуальная работа. Это и есть процессуальная работа. How you understand Как today вы поймете сегодня, what is process что work, такое процессуальная работа, that is process. это будет процессуальная работа. So after today, Так, после сегодняшнего дня somebody says, do you know what is process work? вас кто-нибудь спросит, вы знаете, что такое процессуальная работа? You should say, yes, of course. Вы должны будете сказать, да, Let me конечно. explain. Дайте я вам сейчас все объясню. Well, you already know Да it. вы уже знаете. Everything you hear today, do not believe. Все, что вы сегодня услышите, не верьте этому. Some years ago, I just want to say that before we even start. До того, как мы начнем, я хотел сказать, несколько лет назад, Some years ago, but actually connected to my proceeding age, which is a topic today. и это связано с моим таким увядающим возрастом, что похоже, это тема сегодня. I started to consider what should I be doing, Я вот задумался, что я должен делать. because Потому I что- started to think it would be fun to have a hobby. Я начал думать, было бы неплохо обзавестись хобби. I never had a hobby У меня никогда не before. было хобби в жизни. So then I thought, Я what would be подумал. a fun hobby? Что было бы интересным хобби для меня? And I got to talking with a friend Я стал говорить с about другом, who spent a lot of time in the Middle East. который проводит много времени на Востоке, в Ближнем Востоке, About Palestinian на Палестине. Израильский В Палестине он проводит
я с ним разговаривал о конфликте Палестины и Израиля. And how hopeless and how impossible И как it was. безнадежно это было. And I thought, well, that's a good way to spend your free time. Я подумала, это неплохой способ провести все свое свободное время. And we said, okay, let's create a program for Palestine. И мы решили, хорошо, давай создадим программу для Палестины. And we created a program for Palestine. Мы создали программу для Палестины. And in the course of it, we suddenly needed a name for what we were doing. И преподавая эту программу, обучая этой программе, мы задумались, нам нужно название для нее. And we called it the Deep Democracy Institute. И мы назвали тогда себя Институт глубинной демократии. Boy, that was a mistake. Это была ошибка большая. Have we paid for that night? Мы заплатили за эту ошибку много. Why is this called democracy? Почему это называется демократия? Why is this? Почему это? Вы что, из правительственных организаций, из ЦРУ? And is it a political movement? Это что, политическое движение? So I thought I wanted to say a couple of words about our institute. И я хотела сказать несколько слов о нашем институте тоже. We have you like our logo? Вам нравится наше лого? It's an African. Это африканский символ. And it's probably hard to see, that's why it's called a logo. И его достаточно сложно увидеть, именно поэтому это называется и лого. It's two crocodiles. Это два крокодила. They're Siamese twins. Они сиамские близнецы. This is one head. Это одна голова. This is one head. Это другая голова. Tail. Это хвост. But they're shared stomach. Но у них общий животик. It's a Siamese twin crocodile. Это, знаете, как сиамский близнец крокодил. And it's an African symbol. Это африканский символ. For unity in diversity. Символ общности и разнообразия. The two heads Две головы. are fighting for food. Они дерутся за еду. Each other for the food. Они дерутся за общую еду, Not realizing that they share a stomach. не понимая, что у них общий животик. In Africa they think that's a good sign. В Америке они думают, что это хороший знак. You can have different parts У in вас your identity. могут быть разные части вашей идентичности. They can conflict, Они могут конфликтовать, not recognize each other. не знать друг о друге, не знать о существовании друг друга. There's still a unity in the background И тем не менее за этим все равно стоит общность, that unites them. которая их объединяет. So, deep democracy is, as you know, Как вы знаете, глубинная демократия from political – это science, такая концепция с политической науки, and we translate it as the power of community. и мы ее переводим как сила сообщества. And the reason we call it deep И democracy причина, почему мы называем ее глубинной демократией, is because we think that traditional democracy мы думаем, deals with что opposites. Традиционная демократия работает с разнообразными частями Or with и polarizations с поляризацией, in terms of том- who has the majority таким образом, что кто большинство, and у who кого is the большинство, minority, а те, кто меньшинство, and majority rules the minority. и большинство управляет меньшинством. Deep А democracy глубинная демократия says говорит, we need more relationship нам нужно больше отношений between the opposites. между полярностями или вот этими различными сторонами. The issue is not so much Проблема не who в is the том, majority кто большинство, and who is the а кто minority, меньшинство, but who can facilitate the relationship between. а кто может фасилитировать или быть медиатором отношений между ними. And we think this is an inner process too. И мы думаем, что это и внутренний процесс тоже. We also have a majority rule inside. У нас тоже есть внутри власть большинства. In the morning when I wake up, Утром, когда я просыпаюсь, we are both runners. мы оба бегуны. I'm split. Я разделен внутри. I want to stay. Part of me Часть меня wants to хочет stay in bed longer. остаться в кровати надольше, Another part of а me другая часть меня wants to go for a run. хочет пробежаться. Now there is a vote.
И теперь у нас голосование. И у меня случается голосование. And then the majority wins and rules the minority. И большинство выигрывает и управляет меньшинством. That's okay. Это хорошо. But what about the relationship А как насчет отношений between между two parts? этими двумя частями? So, opposites, how do we deal with marginalized groups, marginalized opinions and marginalized parts of ourselves? То есть то, как мы взаимодействуем с маргинализированным, то есть меньшинством, группами, частями сообщества и частями нас самих. And how can we create more relationship between opposites? И как мы можем создать больше отношений между различными оппозиционными частями? And benefit from the power of our inner communities. И насладиться и получить ту силу, которая находится в нашем внутреннем сообществе. And benefit from the power of outer communities. И получить силу от тех сообществ, которые находятся вне нас. Интересно, знаешь, аборигены, многие аборигенские культуры, но также австралийские аборигены работают над концепцией, что на Земле есть разные энергетические места. И эти энергетические места создают все, что растет там, и животных, и людей. И они как бы как сути. Они сути. So a lot of this earth-based psychology part of process work. И в процессуальной работе мы это тоже используем очень много. Потому что создавалась процессуальная работа во многом на космологии аборигенских культур, аборигенов. В которых идея, что энергии, они более стабильны, чем то, что мы видим. Вы можете пойти или поехать на определенное место на Земле. Аборигены так думали. И энергия этого конкретного места помогает тебе разрешить твою проблему. Ну, например, у вас есть проект, или у компании есть проект, и они чувствуют, что они не могут его начать. You can go to a kangaroo area. Можно пойти в район кенгуру. No kangaroo? Знаете кенгуру? Leaping forward in joy. Прыгать вперед и радоваться. So if you're in that area, так что, если вы в этом районе, через день или два вы просто вас инфицирует, эта энергия вас инфицирует, заразит. Может быть, вы не начнете прыгать, как кенгуру, но ваш мозг начнет. Вы понимаете? Или, например, если в вашей команде очень много конфликтов, из-за соревнований, из-за конкуренции. Аборигены говорят, ну тогда пойдите, где живут дельфины, места, где живут дельфины. Потому что сон дельфина хорошо для всех, все хорошо для всех. Нету ни выигравших, ни проигравших. У каждого места на Земле есть тотем. А что такое человек? Аборигены верят. Ты хранитель земли. Ты хранитель земли. Say again, please. What is that? Steward? You are. Как стюардесса, слово стюардесса, да? You are a guardian of one energy. Вы как бы заботитесь об одной энергии, да, хранитель одной энергии. But otherwise, а иначе человеческое существо наполнено энергией какого-то определенного места на Земле. Question. У меня вопрос. Как то, что Макс описывал, они проводили
мировую работу в различных частях горячих точках You're telling us планеты. that you work in a harsh areas of the world. Or И areas. ну, вот как они для себя оценивают результативность этого, How do эффективность? you judge? Or, is it resultful? What are the results? И что они для себя считают именно эффектом и And результатом? what is result for you? Потому что, ну, то есть как там, ну, условно говоря, на видимом уровне, то есть проблемы были, проблемы остались. On the surface level, there were problems and problems stayed. То есть что тогда эффект и So what is the результат? result of the work? Well, we have we do several things in conflict areas. Мы в конфликтных районах делаем несколько вещей. In some of the conflict areas where we work, В каких-то конфликтных районах, в которых мы работаем, we are focused on developing professional communities. мы сфокусированы на образовании профессиональных сообществ, Of facilitators. фасилитаторов. So, for example, Ну, например, well, let me say it since it's not officially started yet. ну, дайте я скажу, поскольку у нас семинар так официально еще не начался. We think of process work as a transcultural approach. Мы считаем, что процессуальная работа это такой транскультурный подход, межкультурный. So conflicts, we define conflicts as polarization between Как мы определяем конфликт? Это поляризация между me/us между мной через черточку нами and the other. и кем-то другим. What is me and us Что такое я им или мы changes according to culture. зависит от культуры. Even the concept of me and us changes. Даже концепция я и мы сама изменяется. But an identity still exists. Но идентичность все равно присутствует. And the concept of the other, И концепция что такое другое, we call me, us, you. вот себя или нас мы называем you, буквой you, The other X. а другого мы называем x. So UX, То есть UX, UX you can identify transculturally. ты можешь идентифицировать транскультурно. And then we facilitate a relationship between X and you. И мы фасилитируем отношения между you и x. But the facilitation is different for each culture. Но сама фасилитация, она отличается в каждой культуре. One of the things we do in conflict areas, we train professional facilitators. Что мы делаем в конфликтных районах? Мы обучаем профессиональных фасилитаторов. For example, we also have a program in Russia Например, у нас в России есть программа, where we train Russian facilitators. где мы обучаем российских фасилитаторов. We've mainly been focused in Moscow. Мы пока сфокусировались в основном в Москве. And I think we have a program in Central Asia, И у нас также есть программа в Центральной Азии, in Almaty. в Алмате. And I think we are starting next year in Siberia. И в следующем году мы начинаем программу в Сибири. And we've been in other cities like Chelyabinsk, И мы были в других городах, например, Челябинск, Novosibirsk and places. Новосибирске и еще в других местах. Новосибирске когда? When were you there? When were you in Новосибирск? Yes, last year. В прошлом году. We were there for 2 weeks. Мы там были 2 недели. And then but for example, we have also a program like this in Africa. Ну также у нас East Africa, есть программа for example, в Восточной Африке. And then we are contracted by individual stakeholders in conflicts. И нас также нанимают индивидуальные, индивидуумы вот в конфликтных And ситуациях. then the stakeholders define their results. И вот тот, кто нас нанимает, то есть совладелец ситуации, он и определяет результат. So classically, for example, is that the stakeholder will say, we like these and these results. То есть классически будет так, что вот тот человек, который совладелец этой ситуации, который нас приглашает, он говорит, мы хотим такие результаты. That's also true for governments, that's also true for И companies. это относится к компаниям и к правительствам.
So we don't define the results. Так что мы не определяем сами результат. We facilitate the formulation of results from the stakeholders. Мы фасилитируем то, как они сами определяют результат. Совладельцы ситуации определяют Once we have the results, то есть, когда у нас есть результаты, we analyze them according to role structure. Мы их анализируем в соответствии со структурой ролей and process. И процессов. And then, because of that, we can suggest interventions. И таким образом мы уже создаем интервенции, которые мы делаем. For example, например, with companies sometimes. С компаниями иногда бывает так. The intervention could be. Интервенция может быть. We get everybody for 2 days in a big room. Мы всех собираем на 2 дня в одной большой комнате. But it also could be. Но также она может быть вот такой. We work for one afternoon. Мы работаем один вечер. With people of 2 departments. С людьми, которые работают в 2 отделах компании. But it also could be that we say this is not an issue, an organizational issue. This is a leadership issue of the CEO. We coach with you for 6 sessions. Также мы можем сказать, что это не проблема компании, это проблема лидерства в компании, и поэтому проблема генерального директора, и мы просто вам дадим несколько сессий. So the classical thing is. То есть классическая вещь это. We train. Мы обучаем. We get contracted for consultation / facilitation. И мы получаем контракты на фасилитацию или консультацию. We ask for wished results. Мы просим, каких результатов они хотят достигнуть. We take a week to analyze, then we suggest intervention. Мы берем неделю, чтобы проанализировать, и дальше мы после этого говорим, вот такие интервенции мы можем сделать, и такая стратегия у нас будет. And price. И такая цена. And then we have a guarantee. И тогда у нас гарантия появляется. If we don't если мы не fulfill the results, если мы не придем к результатам, we don't bill. Нам не платят. So you don't pay. Так что ты не платишь. And we have a policy in the Deep Democracy Institute. У нас такая вот политика в институте. We don't discuss with you. Мы даже с тобой обсуждать не будем. Like if you say, например, the results have not really been reached. Результатов мы не очень достигли. We don't bill. Мы не присылаем чек. We don't say, yeah, but it has. We don't start discussing. Мы не начинаем обсуждать и. So the standard is satisfaction of the client. То есть стандарт это удовлетворение клиента. If the client is not 100% satisfied, если клиент не на 100% удовлетворен, we don't bill. Мы просто не платим. А может какой-то пример конкретно, как сформулировано, например, запрос? Of one request from a client. Вот за какой заказ взял. What kind of client? Какой клиент, например? Ситуация множество. Как, например, был запрос сформулирован? Корпорация, правительство. Правительство, например. Government. Группа. Правительство. Да, government. То есть за какую задачу они взялись? For example, what issue were you solving? What task did they give you? Many different tasks. I give you some tasks. Например, я тебе сейчас. For example, task can be, we would like for you to train our negotiators. Например, задача может быть такая: мы хотели, чтобы вы научили наших переговорщиков. That they feel confident. Чтобы они чувствовали себя уверенными. That they can negotiate over a period of 3 months. Чтобы они могли сделать переговоры за 3 месяца. And achieve. И достичь. These and these negotiation results. Такие-то результаты переговоров. So this is the beginning. Это начало. We analyze. Мы анализируем. And then we clarify results. И мы проясняем результаты. So another другая thing would be Australian Federal Police. Например, австралийская федеральная полиция. The Australian Federal Police was in charge. Федеральная полиция
отвечала за международную полицейскую силу after tsunami in Thailand. После цунами в Таиланде. Помните? And then after tsunami in Phuket, Thailand. После цунами в Пхукете, в Таиланде. Was in Phuket. У них база была на Пхукете. And over 60 police forces. И больше чем 60 полицейских сил came together. Встретились. To identify dead people. Что, ну, как понять, кто умер, кто потерпел, кто пострадал, спасибо. And criminology, criminology. Криминологи, да, были там. Because in crises like this, даже в таких кризисных ситуациях, it attracts a crisis like tsunami attracts the Red Cross. Такие кризисы, как цунами, например, привлекают Красный Крест. And it also attracts the mafia. И также они привлекают мафию. For example, if you would like to disappear, если бы ты хотела бы вот просто раствориться or if you're part of a criminal organization, или если ты часть криминальной какой-то организации, where 5 people would like to disappear, и 5 человек хотели бы просто пропасть, they are very interested in crisis because you can no longer say who is alive, who is dead. Интересная кризисная ситуация, потому что там никто не может уже сказать, кто жив, кто умер. So because of this, the police is also very interested in crisis. Ну и также полиция, из-за этого полиция очень заинтересована в кризисных ситуациях. So they have big problems that are among the police. И у них в самой полиции большие проблемы. Because the different police doesn't work together. Потому что разные полицейские организации не работают вместе, не могут работать вместе. Australian police was австралийская полиция, она лидировала вот всю эту встречу. And they came out traumatized. И они вышли оттуда травматизированными. So, for example, their result was come and train us. Результаты были такие: придите, научите нас. That our team feels confident. Чтобы наша команда чувствовала себя уверенной. That in similar situations, что в подобных ситуациях, in a crisis situation, в таких кризисных ситуациях, we can facilitate the collaboration between diverse countries. Мы могли бы фасилитировать переговоры между различными культурами. Another thing is this is now becoming more complicated. Some of the things we can't quite say. Какие-то вещи там мы не можем рассказывать. So, for example, например, will say, we are afraid of post-election violence. Мы боимся насилия после выборов. Especially in this region. Особенно в какой-то определенном районе. Can you help us можете помочь нам как предотвратить вот это вот насилие после выборов? So we look, but it's the same idea. Ну, это та же самая идея. So we do many так different что things. Мы делаем много разных вещей. And it's interesting, the more и интересно. There are two different trends in my mind in professional development. В профессиональном развитии есть два тренда, два как бы направления. There's a conventional trend of the expert. Конвенциональный тренд – это быть экспертом. You specialized in one area. Ты специализируешься на каком-то одном какой-то. We think that's very good. Мы думаем, что это очень хорошо. But there's also another trend. Но есть еще один такой тренд, направление. The more different things you do, чем больше различных вещей ты делаешь, the stronger your facilitation becomes. Чем сильнее становятся твои навыки фасилитации. Because you have an interdisciplinary approach and experience. Потому что у вас опыт такой междисциплинарный происходит тогда. Подход. Понимаете? То есть, ну, например, I've been developing and leading a grief counseling program. Я разработал и вел программу по оплакиванию умирающих, как это? Работа с утратой, да, спасибо. 15 years ago, 15 лет назад, in Germany, together with the German church. Вместе с немецкой церковью. Для детей, которые потеряли, для родителей, которые потеряли своих детей. Это очень травматичный момент в жизни. Для родителей, если они потеряли ребенка.
И мы всегда используем один и тот же подход. This time the child is not only a child. Ребенок это не просто ребенок, it's also a process. Это также процесс. So normal grief counseling is trying to help the person going beyond their grief. То есть обычная работа вот с теми, кто потерял ребенка, помогает ему обычной терапии пройти через оплакивание, через горевание. And our approach was open up to grief. А наш подход такой: откройтесь гореванию, Understand понимайте, the child as a process. Поймите, что ребенок это процесс, But the process is still alive. но процесс еще жив. And you can honor the child by continuing the process of the child. Отдать ему должное. Отдать должное ребенку, да, спасибо. Ага. For example, a mother who is very depressed because her Например, child died. если мать попала в депрессию из-за того, что у нее умер ребенок, Then she describes how her child was very curious. она описывает, как ее ребенок был такой любопытный. She wanted to know everything. Он хотел знать все на свете. And then the mother realizing that she can integrate. И потом, после работы, мать поняла, что она может интегрировать вот свою дочку, by going back to the university herself. Чтобы, пойдя самой обучаться в университет. And start to partially live the curiosity of the И daughter. самой проживать любопытство своей дочери. So instead of having to say goodbye to the child, То есть вместо того, чтобы говорить «до свидания» своему ребенку, you feel an emotional closeness to the child, ты чувствуешь эмоциональную близость с ребенком, who then encourages, in this case, the mother которая to go back to her studies. вдохновляет, в этом случае вдохновляет пойти мать обучаться. So the dead become part of the community that we live with. И так умершие становятся частью того сообщества, в котором мы живем. We learned a lot of these concepts from Australian Aborigines. Мы эти концепции научились у австралийских аборигенов, этим концепциям. Who believe that the dead, those of us that are dead and those of us that are alive, которые move around among each other. Которые верили в то, что те из нас, кто умер, и те, кто жив, они вместе как-то живут. So I was very interested in this. Мне это было очень интересно. But I would have never expected Но я бы никогда не предположил, that this would become very helpful in training the Australian police force. Я никогда не предположил, что чтобы это мне помогло, когда я тренировал полицейских австралийских. How to deal with catastrophes. Мне это очень помогло, как работать с катастрофами. Because one of the things they realized is that people come into crisis situations and there is so much grief around. Потому что когда люди попадают в кризисную ситуацию, очень много страдания. That you have to be a police person. И когда если ты полицейский, and you have to be a group facilitator. И ты фасилитатор. But you also have to be a grief counselor. Но тебе тоже нужно быть консультантом по страданию. So да? these things inform each other. Эти люди, эти процессы друг друга дополняют. Спасибо за эти вопросы. How about как насчет we go back to our program? Мы вернемся к нашей программе. Да, потому что большинство здесь. Здорово. Мы с нетерпением ждем. Ksenija, how's it going with the translation? Как Ксения перевод? Хорошо? Thank you. Good. Yes. Ksenija is a great translator. Ксения неплохой переводчик. Ksenija is also the director of Deep Democracy Institute Ксения Russia. также директор Института глубинной демократии России. And many other things. И также много всяких других вещей. And process worker. И я даже процессуальный работник. And if you have any questions, I know some of you talked to us about our training programs. И многие говорили с нами о наших обучающих программах. Если у вас есть какие-то вопросы, то сконтактируйтесь со мной, пожалуйста. So, если вы пишете на почту Института глубинной демократии, то и я, и Маша, мы читаем ваши письма. И вот Маша сейчас спустила листочек. So if you write to Institute DDI Russia, then I read all emails and Masha too. И вы можете задавать любые вопросы. Also, our email addresses are on the exercises. Также наши адреса Максейн есть на всех упражнениях.
And if you have questions after Если у вас есть today, вопросы после сегодняшнего дня, or general feedback, suggestions, или предложения, или так обратную связь, write to us. пожалуйста, пишите нам. Also write to us in Russian. И пишите нам и по-русски тоже. We are learning a little Russian. Мы учим русский язык. We were in a language course in Novosibirsk. Мы в Новосибирске были на обучении русского языка. It was very exciting. Это было очень здорово. А вы в какой компании? Вот company. Вот компания. I don't remember. Я не помню. But they were nice, Но они были, mainly но они в nice основном people. были милые люди. We separated Мы разделились с Эллен. and we lived with a Russian Мы family жили с for 2 российской weeks. семьей 2 недели. Ellen lived with a Russian family. I lived Эллен with a жила Russian с российской семьей, и я жил с российской family. And семьей. they spoke no English. Они не говорили And we по-английски had 8 вообще. hours of Russian every day. И у нас каждый день были уроки 8 часов русского And языка. our karma caught up with us. И наша карма Настигла. достигла нас. Because Ellen had a very sweet Потому что host, у Эллен была очень, семья Эллен была очень милая, сладкая такая. and I had something like an army general. А у меня был военный генерал. So it was very good. Это было очень хорошо. Мы хорошо провели время. I finally learned to take off my shoes when I come in the apartment. И я научился даже снимать обувь, когда я захожу в квартиру. Something my mother had tried for 15 Моя мама years without пыталась any меня success. научить 15 лет этому бесполезно. My Novosibirsk host was successful after 24 hours. А тот, кто принимал меня в Новосибирске, ему получилось после 24 часов. No, Это было не только изучение it русского was языка. general manners. Меня обучали хорошим манерам. Это потому что генерал. Because he's a general. At least, По крайней мере. if not higher. Даже, может быть, даже выше. However, my learning yesterday, I tried some of it out when I was in the store in the evening. А вчера я свой русский язык попробовала в магазине, в который я пошла вечером. Потому что ты же забываешь его. So I tried to tell Я the person попробовала сказать something человеку, about my husband. что-то рассказать про моего мужа. And then she said to me in English, И она по-английски сказала: your car? твоя машина? So I have to get my words straight. Мне все еще муж. Mush. Oh, муж. Ага. And she said Как machine. да, она сказала машина. Ага. And then we had a conflict because I И у said, нас, oh, и у нас so был, I'm your machine. и у нас потом был конфликт. Я сказала: я что, твоя машина? Теперь я понимаю. I'm the machine. Я машина. Okay. Okay. All right. Well, that's good because now we have this conflict is coming next. Это for our хорошо, program. потому что дальше у нас по программе конфликт.